Поднимите руки, кто из вас хотел стать художником? Представляете, то, что мы рисуем в тетради на полях, это тоже искусство. Так что поздравляю, ведь мы все отчасти творцы, но далеко не у всех бывают выставки. В Музее истории города Уфы открылась выставка печатной графики «Шаршау». Шаршау – это длинная узорная тканная занавесь, разделяющая башкирское жилище на мужскую и женскую часть. В этом изделии башкирские женщины могли продемонстрировать свое мастерство, а молодые художницы-студентки решили обыграть этот предмет интерьера юрты. Получилось очень стильно. Как получилась выставка? Сперва надо сказать, что это наша вторая выставка. Первая у нас была осенью того года. Но, тем не менее, от того, что она вторая, менее волнительной она не стала. Тася нашла галерею, музей, в котором мы можем выставиться, и стал вопрос, какую тему нам выбрать, потому что у меня это не единственная тематика моего исследования. Я также очень люблю подъемные краны, какие-то металлические конструкции, и у меня также достаточно много работ на эту тему. Пришлось переступить через себя, сказать себе так, это такая национальная выставка, не нужно туда металлоконструкции свои вешать. Экспозиция представит зрителю около 20 работ 3 молодых уфимских художников Таисии Саубановой, Амнуэль Сайфуллиной и Руслана Николаева. С последним вы, кстати, знакомы. Он до недавнего времени ведущий нашей детской информационной службы, ныне студент одного из престижных вузов Санкт-Петербурга. Всех творцов объединяет одно трепетное отношение к истории и культуре башкирского народа. Такое творчество называется печатная графика. Заниматься ей можно при минимальном количестве материалов. На выставке можно насладиться и затейливым орнаментом, и искусством афорта. Именно так называется техника, когда с помощью печати можно создать несколько одинаковых работ. Думаю, побывав здесь, у многих появится интерес не только к истории и культуре Башкортостана, но и к искусству литографии и афорта. Современное творчество и дань традициям всегда производят большое впечатление. Виктор Бородкин, Рамазан Мусин специально для «Горы новостей».